Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Уроки поминания Аллаха. И мы с вами проходим тему фадлю шукр, то есть достоинство шукра, достоинство благодарности мусульманина. И мы с вами говорили, что Всевышний рассказывает нам об этом великом поклонении через его книгу, то есть преподносит величие этого поклонения с разных сторон. И есть аяты, где Всевышний в повелительной форме, то есть приказывает нам, повелевает нам, чтобы мы были благодарными. Вашкуру лилляхи, благодарите Аллаха. Есть аяты, которые предостерегают нас от неблагодарности, потому что неблагодарность – это одно из самых наихудших качеств людей. И мы с вами по фитре, по здоровому естеству любим почему-то благодарных, так ведь, и не любим неблагодарных. Также Аллах обещал увеличивать наш удел посредством наших благодарностей. То есть вот это поклонение – это причина того, что Аллах будет все время ниспосылать нам свои дары и давать баракат в том, что Аллах нам дает. Потому что мы получаем, мы благодарим. «Валя ин шакартум ля азиданнакум». То есть Аллах нам дает, взамен мы благодарим Аллаха. А Аллах говорит, если вы будете благодарными, я буду увеличивать вам удел. То есть мы поблагодарили Аллаха, получив что-то от Него, Аллах нам прибавил. То есть после этого мы снова благодарим Аллаха, Аллах нам снова дает. Снова благодарим, снова дает. «Валя ин кафартум», но если вы будете неблагодарными, «фа инна адаби ля шадид», воистину мое наказание будет суровым. То есть это уже предостережение неблагодарным. Сура Ибрахим, 7 аят. Поэтому даже мы с вами вспоминали такое правило, мудрость, которая гласит, если твои дела не идут в гору, да, то есть если твоя жизнь не увеличивается, то есть твоя работа, счастье, твое благополучие не идет на увеличение, фастакбили шукара, то ты должен, значит, повернуться лицом к благодарности. То есть наверняка, почему у тебя дела не идут, почему у тебя в семье плохо, почему там плохо. Наверняка ты отвернулся от благодарности. Поэтому фастакбили шукар, то есть повернись лицом к шукру. Начни благодарить Аллаха, и тогда, альхамдулилля, все у тебя будет на увеличение. Также мы с вами говорили, что Аллах разделил людей на две категории: шакурун и кафурун, то есть это благодарные и неблагодарные. И вот это слово неблагодарность, оно особо должно нас пугать, потому что здесь Всевышний использует какое слово? Кафур, куфр, то есть неверие, то есть «Ваман якфур, фа иннама якфур линафс». То есть кто «Ваман кафара, фа инна робби ганиюн карим». То есть кто проявлял неверие, то есть неблагодарность, воистину Аллах богатый и щедрый. И вот одно из достоинств, превосходств этого поклонения перед другими видами поклонения, то, что за многие виды поклонений, которые человек совершает, Аллах оставляет, то есть дать им за это вознаграждение или же не давать. Аллах оставляет на свое пожелание. То есть Аллах говорит, если я захочу, то я тебя вознагражу за это. Вот давайте посмотрим. Сура Ат-Тауба,
Сура Покаяние, 28 аят. Всевышний говорит: «Фасауфа югникумуллаху мин фадли». То есть Аллах скоро обогатит их по своей милости, но Аллах добавляет в конце: «Иншаа», если пожелает. То есть Аллах обогатит вас по милости, если пожелает. То есть, как воздаяние, как вознаграждение за какое-либо дело, Аллах говорит: да, Аллах даст вам это, но если пожелает. Вот это сура Тауба. Следующий аят, суратуль Ан'ам, 41 аят. «Фаякшифу ма тад'уна илейхи иншаа». То есть Аллах откроет вам то, с чем вы взываете к Нему, да? То есть Аллах вам даст это, иншаа, если пожелает. То есть Аллах оставляет результат за это благодеяние на свое пожелание. Если Он пожелает, Он вам даст это, а если нет, то нет. Ярзуку майяша. Аллах даст удел тому, кому пожелает. То есть Аллах может и не дать, если не пожелает. Но если пожелает, то даст. Сура Бакара, 212 аят. Даже что касается прощения. Аллах может простить, Аллах может и не простить. Поэтому Всевышний говорит: «Ягфиру лиман яша». Сура Аль-Имран, семейство Имрана, 129 аят. Аллах прощает тому, кому пожелает. То есть вот что касается вот этих благодеяний, Аллах оставляет вознаграждение на свое пожелание. Кому пожелает? Если пожелает, иншаа. Даже тауба. Примет Аллах у человека тауба или нет? Аллах говорит, сура Тауба, 15 аят. «Ваятубу Аллаху аля ман яша». И Аллах примет покаяние тому, кому пожелает. Кому пожелает. Сура Ат-Тауба, 15 аят. Но, что касается благодарности, вот здесь Аллах дает исчерпывающий ответ. Конкретный ответ. И говорит: «Васанаджзи шакирин». Мы, несомненно, вознаградим благодарных. То есть Аллах не говорит: если пожелаю, если это мне будет угодно, кому пожелаю. Нет, Аллах говорит: «Васанаджзи аш-шакирин». Мы, несомненно, непременно вознаградим благодарных. Аль-Имран, 145 аят. «Васаяджзи Аллаху шакирин». Сура Аль-Имран, 144 аят. Аллах, саяджзи Аллаху шакирин. Аллах вознаградит аш-шакирин, благодарных. Вот здесь уже Аллах не говорит про свое пожелание. Если там все зависит от его желания, а здесь уже Аллах говорит итляхан, то есть исчерпывающий ответ. Сразу говорит: все, я вознагражу благодарных. Вот, альхамдулилля, это милость Аллаха вот за это благое дело. Идем дальше. А про Иблиса мы с вами говорили, да? Помните, нет? Кто был на прошлом уроке? Кто что-то помнит, да? Иблис, которого Аллах изгнал, он знает природу человека. Он знает его слабые и сильные стороны. И вот, чтобы ввести людей в заблуждение, Иблис избрал очень эффективный путь. Чтобы люди оставили благодарность, чтобы они перестали быть благодарными. И вот тогда люди уйдут в заблуждение. Суратуль Аграф. Об этом мы говорили, нет? Суратуль Аграф, 17 аят. Затем, когда Аллах дал отсрочку Иблису до судного дня, он же попросил: «О Аллах, дай мне отсрочку». Потому что Иблис прекрасно понимал, что только по воле Аллаха он может остаться на плаву до судного дня и заниматься своим плохим делом, то есть вводить людей в заблуждение. Аллах дал ему отсрочку, и вот тогда он сказал: «Затем
я обязательно приду к ним. Шайтан обещал приходить к нам, и он приходит. Откуда? Мин байни айдихим, спереди. Ва мин хальфихим, сзади. Ва ан айманихим, справа. Ва ан шамаилихим, слева. То есть Иблис обещал приходить к людям со всех сторон. По любой причине. Да? Всегда, со всех сторон. Уаля, и вводить их в заблуждение, да? Совращать их. И он сказал, «Валя таджиду акфарахум шакирин». И ты не найдешь большинства из твоих рабов благодарными. То есть ты не найдешь их благодарными. Ну, можно сказать, если недословно переводить, то ты найдешь большинство своих рабов неблагодарными. То есть шайтан сказал, что многие, они будут неблагодарными. На самом деле, огромное количество людей, наибольшее количество людей, они не хотят благодарить Всевышнего Аллаха. Не хотят благодарить Всевышнего Аллаха. И поэтому Всевышний говорит, что благодарных людей всегда было мало. Благодарных людей всегда меньшинство. И поэтому сура Саба, 13 аят, Всевышний сказал, «Ва калилюн», то есть мало, «Мин ибадия шакур», то есть мало из моих рабов благодарные. То есть мало кто благодарит Аллаха. «Валякинна акфаран наси ла яшкурун». Суратуль Бакара, 243 аят. Но большинство людей ла яшкурун. Они неблагодарны. Они не благодарят Аллаха. На самом деле, вот мы это видим с вами каждый день. Так ведь общество, которое живет, люди, миллионы людей, сотни миллионов людей, которые, машаллах, живут на этой земле, которые ходят по этой земле, ходят под этим солнцем, светилом, которые вдыхают воздух, который Аллах им дал, которые пьют воду, подаренную нам Всевышним Аллахом, которые едят ту еду, которую Аллах им дал, которые ходят теми ногами, которыми Аллах их одарил, работают, пользуются руками, здоровьем, которое Аллах им дал, видят глазами, которые Аллах им дал, слышат ушами, говорят, общаются языком, который Аллах им дал. Все дал Аллах. Но и огромное количество людей, которые за всю жизнь, да, может быть, даже один раз не поблагодарили Его. Поэтому, да, когда плохо, много людей приходят в мечеть, да, кто-то, может быть, там у себя в церковь приходит, да, когда ему плохо. И очень часто, когда приходят, там говорят, вот у него там диагноз нашли какой-то страшный, и он говорит, Хазрат, вот за что меня Бог наказывает, да? Вот у меня там рак какой-то степени нашли, все, у меня жизнь, все закончилась. Я говорю, тебе сколько лет там? Ну, 50 ему лет, 55 лет ему. Да, я говорю, а вот дай Аллах, конечно, вам терпение, исцеление, но вот 50 лет, 55 лет, у вас был такой диагноз? Нет. А я говорю, за 50 лет, за 55 лет вы один намаз почитали? Когда-нибудь? Просто встали в слезах, поблагодарили Его за это? Нет. 50 лет Аллах дает, снабжает вашу жизнь воздухом, водой, едой. Я говорю, у вас жена есть? Есть. Дети есть? Образование есть? Машина есть? Дом есть? Все у него есть. Я говорю, вот сколько лет, один раз, один день пост держали? Нет. Может быть, даже Аллах шукр не говорил ни разу, да? То есть, когда нашлась причина пожаловаться, да, эта причина привела его, может быть, в дом Аллаха, но столько причин, чтобы поблагодарить Его, поэтому Аллах говорит, «Валякинна акфаран наси ла яшкурун». Однако большинство людей не благодарны. И есть таких аятов очень много. Таких вот сурат Аль-Мульк, Табарак, Субханаллах, такой аят, который заставляет нас призадуматься. «Куль хуа аллади аншаакум». То есть Аллах тот, который вырастил вас, создал вас, который
создал нас в утробах наших матерей. Мы существуем только благодаря тому, что Он нас создал, только по Его воле, да? «Thumma аншаакум ва джа'аля лакум ас-сама». Он дал вам слух. То есть Аллах сначала говорит про слух. «Валь абсар». Он одарил вас глазами. Наши глаза видят. «Валь афида». Он дал вам сердца. Где-то в тафсирах ученые говорят, что сердце это еще разум, да? И вот, когда Аллах перечислил только всего несколько даров, наше создание, и туда входит слух, то есть наш слух, зрение и разум, скажем, да? И в конце аята говорит: «Калилян ма ташкурун». Так мало вы меня благодарите. Так мало вы меня благодарите. То есть мы же, наш разум, мы даже не можем познать цену тех благ, которые Аллах нам дал. То есть, если бы мы это поняли, мы бы поняли, что мы неблагодарные. Так ведь? Но ты вот многих людей спроси: а ты благодарный Аллаху? Конечно, он же там Аллах Ашкар говорит, в пятницу еще садака ставит в мечети. Так ведь? Там раз в год или 2 раза аш соберет. Так ведь? Там на праздник сходит. Да даже если 5 намазов в день, даже если тахаджуд и ночные намазы, Аллах говорит: так мало вы меня благодарите. На самом деле благодарности очень мало. Очень мало. И вот давайте посмотрим в Коране пример самых достойных людей, избранных Аллахом для самой великой миссии. Это пророчество, это посланники Аллаха, которые доводили до людей истину, которые доводили до людей религию Аллаха. Пророки самые лучшие, и какими были они? Благодарными. Несмотря на то, что наибольшее количество испытаний, трудностей, кому досталось? Пророкам. Пророкам. Вот люди ищут сегодня причину пожаловаться. За что там его Бог наказывает? Почему все проблемы только на него обрушиваются, да, огромное количество? Субханаллах. Даже одно из испытаний, из 1000 испытаний, которые пришли на участь пророкам, мы бы не смогли это пройти. Почему Нух алейхиссалям, какие испытания он прошел? Да, столько он бед, страданий видел. Муса алейхиссалям, Ибрахим алейхиссалям, которого Аллах назвал Халилем, своим любимым другом. Это же столько они испытаний прошли, но несмотря на это, они были самыми благодарными. Они больше всех благодарили Всевышнего Аллаха. И вот первый посланник, который пришел на землю, Нух алейхиссалям, Ной, Аллах назвал его Абдан Шакура, благодарным рабом. И Всевышний говорит, сура Аль-Исра, 3 аят. «Зуррията ман хамальна ма'a Нух». То есть, о потомки тех, кого мы взяли в ковчег с Ноем, с Нухом. То есть, Аллах обращается к потомкам Нуха. А кто такие потомки Нуха? Это все человечество, все мы. То есть, мы можем назвать даже Нуха вторым отцом. Так, нет? То есть первый это Адам, потому что это был праотец человечества. Во время Нуха Аллах погубил человечество. Погубил. И получается, люди пошли от Нуха, алейхиссалям. Поэтому он после Адама, он наш отец. И вот Аллах обращается к потомкам Нуха, которых Аллах спас, так ведь, взял в ковчег. «Иннаху кана абдан шакуран». Воистину Аллах говорит, Нух был рабом благодарным. Был рабом благодарным. Несмотря на ту участь, которую постигла его, он столько страданий увидел, да, от людей, от этого невежества людей, от безбожия людей, от многобожников. Он всегда благодарил Аллаха. Он всегда был благодарным Аллаху. И
Аллах призвал его потомство, чтобы они уподоблялись своему отцу. Чтобы они пример брали с отца. Вот иногда, когда мать воспитывает сына, он говорит: «Сенің әтең шундай», да? Или там бабушка, например, там внуку говорит: «О, бабағыз шундай иді вот». То есть возьми пример с отца там. Или на никахах там встают родители: «Вот мы такие хорошие». Ну, все так говорят уж на никахе, да, детей. Вот берите с нас пример. Да, вот поэтому Аллах говорит: ваш отец был благодарным, очень благодарным, поэтому берите пример с него. Вот это Нух, алейхиссалям. Ибрахим, алейхиссалям. Инна Ибрахима, сура Ан-Нахль, как переводится? Пчела. 120-121 аяты. Всевышний говорит: «Инна Ибрахима кана умма». Воистину, Ибрахим был уммой. То есть ученые говорят, что он был вождем. Он был вождем скольких наций, скольких народов. Так ведь? Даже сегодня, если взять, в пример, последователей 3, скажем, небесных религий, да, если спросить у иудея, кто такой Авраам, он скажет: Авраам наш. Так ведь? Если спросить у христиан, кто такой Авраам, Авраам наш. А мы, мусульмане, говорим: Ибрахим наш. Так ведь? Он наш. Поэтому это отец, вождь скольких наций, народов, да. И вот Аллах говорит, он был вождем, он был уммой, это был человек умма. Канитан лилляхи. Он был покорным Аллаху. То есть канит, то есть это был покорнейший раб Аллаха. Он всегда был покорным, и поэтому он был готов. И он это сделал, Аллах его остановил. Так ведь? Не дал ему это сделать. Он был готов принести в жертву его любимого первенца, которого он ждал чуть меньше 9 десяток лет, да? Ему почти 90 лет было. Он был покорным Аллахом. Ханифан. Ханиф — это тот, который повернулся только к Аллаху, отвернулся от всех других божеств, то есть это был единобожником. Ханифан. Валам яку миналь мушрикин. И он не был из числа многобожников. Он не был из числа многобожников, хотя жил с ними. Его родной отец делал своими руками и продавал ложные божества. Так ведь? И вот дальше Аллах продолжает уже 121 аят. Шакиран ли ан'умихи. Он был благодарным за блага Всевышнего Аллаха, за дары Всевышнего Аллаха. Иджтабаху. Аллах избрал его. Вахадаху. И Аллах наставил его. Иля сиротим мустаким. На истинный путь. Сурату Нахль, 120-121 аят. И вот Всевышний сначала, описывая своего любимого друга Ибрахима, алейхиссалям, сначала он назвал его человеком уммой. То есть это был предводитель, величайший предводитель, за которым шли миллионы за которым шли. То есть народы, нации шли. Потом Аллах описал его, то есть это был пример для человечества. Люди должны были брать с него пример. Люди должны были следовать за ним в благом. И на самом деле он был примером достойнейшим. Также Всевышний сказал, что он был покорным Аллаху. Он всегда был покорным Аллаху. И всегда он подчинялся приказам, повелениям Всевышнего Аллаха. Также Аллах его назвал Ханифом. Ханиф — это тот, который отказался от всех других и вернулся к одному, то есть был только Создателем. То есть он был лицом к Создателю. Он поклонялся только ему и оставил все остальное. И вот когда Аллах перечислил его достоинства, в завершении Аллах назвал его шакиром. Он еще был благодарным ли ан'умихи, то есть за его блага, за блага Всевышнего Аллаха. И это было достоинство
достоинства Ибрахима, алейхиссалям. Также я повторяю, несмотря на то, что его постигали огромные, наисложнейшие испытания. Так ведь он всегда был благодарным Всевышнему Аллаху. Муса, алейхиссалям. Муса, алейхиссалям, калимуллах, собеседник Аллаха. Аллах призвал его благодарить его, быть благодарным. Сура Аль-А'раф, 144 аят. Аллах говорит: «Я Муса, о Муса, инни стафайтука аля наси бирисаляти ва бикалями». Воистину я избрал тебя, я сделал тебя превосходным перед людьми. Чем? Моими посланиями и моим разговором с тобой. Аллах, мы знаем, беседовал с ним без посредников, так ведь? «Фахуд ма атайтука». Поэтому возьми, хватайся за то, что я тебе дал. То есть я тебе дал религию, я тебе дал этот аманат, я тебе дал каноны, хватайся за них. То есть будь крепким, вакун мина шакирин, и будь из числа благодарных. То есть благодари меня, будь из числа благодарных Всевышнему Аллаху. Сура Аль-А'раф, 144 аят. Поэтому таких примеров в Коране много. Когда самые лучшие из рабов Аллаха, проходя самые тяжелые испытания, они всегда были самыми благодарными. И в трудности, и когда получали дары Аллаха. Вот возьмите Сулейман, алейхиссалям, да? Когда в мгновение ока перед ним оказался трон Билкиса, огромнейший трон из чистого золота, украшенный разными видами драгоценностей, он же увидел свою силу, он же увидел свою мощь. То есть эта мощь была Аллаха, но это было в его власти. Аллах дал ему этих джиннов, Аллах дал ему эту армию войск, Аллах дал ему этого человека, Асаф ибн Бархия, который сказал, когда джин сказал: ты не встанешь даже с места, этот трон будет перед тобой. Это было долго, да? То есть Асаф ибн Бархия сказал: этот трон будет перед тобой в мгновение ока. И на самом деле он ощутился там. И когда он увидел эту силу, мощь, он же не стал говорить, как фараон, да? Я ваш Господь, поклоняйтесь мне, да? Он сказал: «Хада мин фадли рабби». Это, говорит, милость моего Господа по отношению ко мне. И сразу он вспомнил про шукр. То есть тот, кто будет благодарить Аллаха, он благодарит ради себя. Вот кто получает пользу от благодарности? Он сам. Поэтому он сразу вспомнил про шукр. А кто будет неблагодарным? Аллах богатый и щедрый. Поэтому таких примеров очень много. И самый лучший пример в любом благом деле, это, конечно, хатимун набиин. Это самый лучший пророк, который является пророком для всех пророков. Так ведь? Это Мухаммад ибн Абдиллах, алейхи афдалус салату вассалям. И изучая, вот кто будет изучать его жизнь, да, машаллах, вот эти моменты в его жизни, да, вот мы видим, что, машаллах, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он всегда был благодарным. Он был самым благодарным из всех созданий Всевышнего Аллаха. И хадис, который передает нам Мугира ибн Шу'ба, радийаллаху анху, где он говорит, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выстаивал ночные молитвы, то люди видели, как его ноги, они опухали. То есть у него опухли ноги. Вот это, чтобы это понять, сегодня для нас, то есть слабых, далеких от ночных бдений мусульман, да, я, может быть, за себя говорю, не за всех, да, не обижайтесь на меня.
Но для нас, может быть, что такое вот опухла нога, да? Это может быть человек там сколько-то километров прошел. Я помню, бабушки, дедушки рассказывали во время, когда в хадж они на автобусе ездили, да? У нас там ноги опухли там за 10-12 часов, да? А вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям стоял в ночном кияме, и у него опухали ноги. И когда ему сказали: о Мухаммад, Аллах, то есть Аллах простил все твои прежние, поздние, все твои грехи прощены. То есть ты все равно в раю. То есть кто будет в раю, если не пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Так ведь? Кого Аллах простит, если не его? Это же самый лучший из всех творений Аллаха. Он лучше, чем ангелы, чем Джибраиль. Его степень выше, чем степень арша, величайшего арша, величайшего из творений Всевышнего Аллаха. Да? Он выше всех. Если Аллах его не простит, то кого он простит? И вот ему сказали: я Расуль Аллах, Аллах простил тебе все твои грехи. Ну, как бы, зачем изнурять себя так? В ответ что он сказал? Афаля акуну абдан шакура. Так неужели мне за это не быть благодарным рабом? Вот за то, что Аллах возвысил меня так, за то, что Аллах простил мне мои все грехи, вот за это я благодарю Аллаха. То есть так, что опухали его ноги. Поэтому это пророк, лучший из творений, алейхиссаляту вассалям. И вот и таких примеров из его жизни очень много. И на самом деле, вот мы с вами говорили, что в основе, этот хадис мы уже на том уроке вспоминали, да, что в основе всех поклонений лежит одна из основ. Это любовь к Аллаху, это благодарность к Аллаху. И ничто так не увеличивает любовь в сердцах рабов по отношению к Создателю, как вспоминание, изучение его благ. То есть ученые, когда у них спрашивают: а вот что увеличивает любовь к Аллаху, именно любовь к Аллаху в сердцах рабов? Ученые говорят: изучение, вспоминание даров Всевышнего Аллаха. То есть вот когда Аллах говорит, что мы должны проявлять благочестие к родителям, да, Он начинает перечислять, какие же благодеяния совершили наши родители по отношению к нам. Да? Хамалятху уммуху курха, вавадагатху курха. То есть мать, испытывая одно страдание за другим, носила в чреве, родила, кормила грудью, так ведь, воспитывала. То есть Аллах перечисляет. И вот так же Аллах во многих аятах рассказывает про свои дары по отношению к нам. Что солнце восходит над горизонтом, это все для нас. Что земля крутится, это все для нас. День и ночь меняются, это все для нас. Вот эти все миры, которые нас окружают, это все для нас. Поэтому не всегда людям нужно рассказывать прямо об Аллахе. Нужно рассказывать о Его благодеяниях по отношению к нам. Очень часто вот мы, когда призываем людей, там, родных, близких, там, не знаю, одноклассников, однокурсников, сослуживцев, Магизыч здесь, да? Сослуживцев. То есть, альхамдулилля, не всегда нужно говорить: вот Аллах, Аллах, Аллах. Ты просто расскажи ему иногда. Это его зацепит больше даже. Расскажи о том, что Аллах ему дал. Субханаллах. Вот столько же благ, да? И каждое благо нам рассказывает о нем, о том, кто дает нам эти блага. Поэтому через шукр мы любим Аллаха. И мы поклоняемся Аллаху, основываясь на эту любовь и на эту благодарность. И у нас здесь до азана еще есть несколько минут. Ну, наверное, мы с вами, иншаллах, еще одну лекцию посвятим шукру, да? Но в завершении я хочу сказать несколько слов про то, что вот эта благодарность, наша благодарность по отношению к нашему Создателю, она должна отражаться и влиять на нашу степень нашей благодарности по отношению к Его созданию. То есть быть благодарным Создателю и неблагодарным к Его созданиям невозможно.
та благодарность, которая живет у тебя в сердце по отношению к Создателю, она должна толкать тебя на что? Побуждать тебя на благодарность по отношению к Создателю. То есть мусульманин не может денно и ночно благодарить Аллаха и быть неблагодарным по отношению к родителям. Так не бывает. Сестра не может день и ночь поклоняться Аллаху, благодарить Аллаха и быть неблагодарной женой мужа. Муж не может быть благодарным к Аллаху и быть неблагодарным к жене. Поэтому ислам учит нас строить права всех от Создателя до его создания и что касается создания, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сподвижники, родители наши, родные, соседи и там до самых маленьких там насекомых даже, растений. Так ведь? Поэтому благодарность не только по отношению к Создателю. Благодарность должна быть и по отношению к его созданию. Поэтому пророк, сначала аят, Всевышний, когда рассказывает нам про благочестие к родителям, этот аят я, ради экономии времени я пропустил, мы на том уроке не успевали. И вот Всевышний говорит: «Вавассайна линсана бивалидайхи». Мы заповедовали человеку быть благочестивым к его родителям. Затем Аллах напоминает нам про благодеяние матери. «Хамалятху уммуху вахнан аля вахн». То есть мать носила его ребенка в утробе, испытывая одно страдание за другим. 2 года кормила грудью. И вот Всевышний говорит: «Анишкурли вали валидейк». Благодари меня и благодари своих родителей. Аллах говорит: будь благодарным по отношению ко мне и будь благодарным по отношению к родителям. Иля яль-масир. И в конце ко мне ты вернешься. То есть ты еще предстанешь передо мной и будешь отвечать, как ты благодарил меня и своих родителей. Поэтому ученые говорят, если Аллах предписал тебе какое-либо благо, это правило я уже вам говорил, просто напоминаю, потому что кто-то уже, наверное, забыл. Да? Если Аллах предписывает своему рабу какой-либо удел, любой, это риск, еда, это вода, это здоровье, это жена, муж, дети, имущество, машина, дом и так далее, да? Аллах, наряду с тем, что приписывает нам этот удел, Он приписывает, обозначает дорогу, через которую этот удел придет к нам. Так ведь? То есть нужна дорога, чтобы этот удел дошел до нас. И Аллах приписывает те создания, которые послужат причиной того, что этот удел придет к тебе. То есть кто-то должен взять в руки и принести тебе этот удел. Мы, мужчины, конечно, все такие мощные, сильные, гордые, да, но мы не можем стать отцами без наших жен. Так ведь? Поэтому, чтобы ты стал отцом, нужно, чтобы твоя жена родила тебе, 9 месяцев носила, испытывая одно страдание за другим, да, и подарила тебе сына, дочь и так далее, и так далее. То есть, получается, этот удел, который тебе Аллах приписал в твоем предопределении, да, кто-то тебе принес. И вот имам Мунауи, разъясняя хадис пророка, пророк говорил, кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха. Кто не благодарен к людям, тот не благодарен к Аллаху. Имам Мунауи говорит, что вот этот удел кто-то тебе принес, и то, что ты благодаришь этого человека, который принес тебе удел Аллаха, вот этим самым ты благодаришь Аллаха. И если ты не благодарен тому, кто это тебе принес, значит, ты не благодарен кому? Не благодарен и Всевышнему Аллаху. Поэтому мы должны благодарить наших жен за то, что они
были причиной того, что мы стали отцами. Мы должны благодарить наших родителей за то, что они нас родили, за то, что они воспитали нас, потому что без них нас бы не было. Мы должны быть благодарными нашим учителям, которые научили нас, не только учителям, которые преподают в медресе, да, даже, может быть, тем учителям, которые нас научили считать деньги. Мы же так хорошо их считаем, да? Но кто же учил нас? Да? То есть, поэтому можно позвонить учителю Рахмат Айтырга. Мы же мусульмане, мы должны быть примером. Так ведь во всем. Мы должны быть благодарными нашим детям за то, что они там любят нас, служат нам, да? Мы там братьям, если что-то они сделают, даже если не сделают, да? Вот поэтому Пророк ﷺ сказал: кто не благодарен Аллаху, а кто не благодарен людям, тот не благодарен Аллаху. Поэтому это наш принцип. Если мы делаем что-то, мы делаем ради Аллаха и не ждем от людей благодарности, но когда нам что-то делают, мы не можем сказать: да, Аллах сам тебя отблагодарит, там, не жди от меня ничего, да? Нет, нужно быть благодарными. Поэтому Пророк ﷺ сказал: если кто-то тебе что-то сделал благое, отблагодари его, заплати ему. Если не можешь, то есть, по какой-то причине, там, всем же денег не дашь, там, брат дома, жена сделала, да, всем не будешь вот так раздавать. То есть, ты не можешь отблагодарить, тогда делай за него дуга, пока не будешь знать, что ты отблагодарил его. Вот, к сожалению, вот этого у нас не хватает. Джазакумуллах хайр. Пусть Аллах сделает нас из числа благодарных Его рабов, и пусть Аллах будет увеличивать нам наш удел, баракат, посредством наших благодарностей. Субханакаллахумма бихамдик, шаду ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.